Вирусный клещевой энцефалит зафиксирован в Прилузском, Кайгородском и Сысльском районах и даже в Сыктывкаре. Врачи не видят в этом ничего особенного. Южные муниципалитеты постановлением главного санитарного врача относятся к территориям с высоким риском заражения. Но для большинства жителей это предостережение, видимо, формальность. Из заболевших клещевым вирусным энцефалитом ни один не был привит. Зато теперь им предстоит длительное лечение. Принимаем пострадавших с укусами клещей практически со всей республики. Приезжие даже с других регионов, в том числе из Кировской области. В общем, северо-запад практически весь бывает. Почему к нам обращаются? Потому что мы клещей убираем физически с тела пострадавшего и отправляем его на исследование. Вирусологи отмечают, количество заболевших клещевым энцефалитом в этом году пока не превышает показатели прошлых лет. К примеру, год назад к этому времени было выявлено 15 случаев. Из необычного зарегистрировано 3 случая, когда клещевой энцефалит, люди заразились клещевым энцефалитом через молоко козье. Один из них семейный случай, один отдельный совершенно. К сожалению, продолжают пить некипяченое козье молоко, и в связи с этим и получается заболевание. Но вообще ситуация в республике в 2018 году достаточно обычная. Количество обратившихся по поводу укусов клещами даже ниже среднемноголетнего. Наиболее эффективным средством защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Ее можно проводить детям с 1 года. Но делать уколы сейчас, в период сезонной активности членистоногих, категорически запрещено. В организм может попасть не только вакцинный штамм, но и так называемый дикий штамм. Если укусит в этот период клещ, может развиться острая инфекция. По правилам, вакцинацию необходимо делать курсами. Это 3 инъекции. И начинать надо в ноябре-декабре, чтобы 3-я прививка выпала до начала эпидсезона. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал Юрган.